10 июня, в День ветеранов войск Германии, группа советских оккупационных войск Германии, группа советских войск Германии, западная группа войск по инициативе ветеранов групп советских войск Германии Павлова Николая Алексеевича и Александрова Михаила Николаевича открылась памятная доска генералу-лейтенанту Яковлеву Михаилу Яковлевичу на здании Новоурюмовской основной общеобразовательной школы, участнику Великой Отечественной войны и ветеранов групп советских войск Германии, уроженцу деревни Сивсирма Канашского района, который обучался в этой школе с 1932 по 1935 годы. Чуть ранее, 31 мая, по решению администрации Янгличского сельского поселения, памятная доска в честь знаменитого земляка была открыта на доме, в котором он провел свои детские годы в родной деревне Сивсирма. Лучшие ученики Новоурюмовской школы с нового учебного года будут получать знания за именной партой героя Яковлева Михаила Яковлевича, открытой 10 же июня. В этот праздничный день о создании своей местной организации в составе Чувашского республиканского союза ветеранов групп советских войск Германии и странах Варшавского договора заявили 13 ветеранов ГСВГ, проживающих в Новом Урюмово и Берженерах. К началу торжеств 10 июня в празднично убранном дворе Новоурюмовской школы собралось более 200 человек. В мероприятиях, кроме родственников выдающегося военачальника, его земляков, проживающих в деревнях Сивсирма, Новоурюмово и Берженеры, в селе Янгличи, учеников и педагогов, работников Новоурюмовской школы, приняли активное участие кадровые офицеры, члены общероссийской организации «Сыны Отечества», прибывшие из Москвы почтить память героя Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, выдающегося военачальника. Хизепле врендигензем, ялхалыхе, эштешсем, кильняхназем. Добрый день, дорогие ребята, уважаемые учителя, коллеги, гости сегодняшнего мероприятия. Мне сегодня выпала большая честь находиться здесь. От имени администрации Канашского района и лично от себя хочу поздравить вас всех с таким замечательным днем, с открытием памятной доски. Из Канашского района много выходцев, которые известны своими достижениями, своей работой. Мы их всех помним. Одним из таких является Яковлев Михаил Яковлевич. Я надеюсь, его светлое имя останется в памяти учащихся, жителей сельского поселения, жителей Канашского района и республики на долгие годы. У подрастающего поколения есть чему научиться и кому равняться. Я еще раз поздравляю вас с сегодняшним праздником. Желаю всем тепла, мира, благополучия и всем успеха. Спасибо. Администрации Канашского района Чувашской республики. Уважаемый Михаил Николаевич, администрация Канашского района Чувашской республики выражает вам признательность и благодарность за активную и плодотворную деятельность, за большой вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения и сохранение исторических и духовных ценностей. От всего сердца желаем крепкого здоровья и счастья, благополучия и душевного тепла вам и вашим близким. С уважением, глава администрации Канашского района Сергей Николаевич Михайлов. Служу Советскому Союзу. Такая же благодарность объявляется Игорю Леонидовичу. Благодарность Марии Викторовне.
Благодарность Николаю Алексеевичу. Өрегім болды бұнеде, хизеплі ял еш, хаплы хыназем, хаплы ветеранзем. Добрый день, уважаемые односельчане, дорогие гости. Сегодня в нашем сельском поселении значимые события. В год 77-летия победы в Великой Отечественной войне, в год знаменитых людей, мы сегодня с вами открываем мемориальную доску ветерана Великой Отечественной войны, ветерана труда, генерала-лейтенанта, человека, который отдал всю жизнь свою в служении Отечеству, Яковлева Михаила Яковлевича. Михаил Яковлевич, жизнь Михаила Яковлевича была интересной и насыщенной. Любовь к своей родине, защищать ее интересы всегда были у него на первом месте. Мы гордимся Михаилом Яковлевичем и радуемся, что он учился в нашей школе. Думаю, здесь есть вклад также наших новоурюмских учителей в развитие и становление личности Михаила Яковлевича. Я вас всех поздравляю с сегодняшним событием. Ученикам, учащимся пожелаю отличной учебы, остальным успехов в работе, жизни, крепкого здоровья, счастья и мирного неба. Администрация Новоурюмовского сельского поселения выражает огромную благодарность Краснову Игорю Леонидовичу, члену Союза ветеранов ГСВГ, за активное содействие в создании мемориальной доски и организацию ее открытия в Новоурюмовской основной школе. Администрация Новоурюмовского сельского поселения выражает огромную благодарность Павлову Николаю Алексеевичу, региональному руководителю ветеранов ГСВГ города Канашск и Канашского района, за активное содействие созданию мемориальной доски и организации ее открытия в Новоурюмовской основной школе. Новоурюмовцев приехали поздравить руководители Республиканского союза ветеранов групп советских войск Германии и в странах Варшавского договора Михаил Никонович Семенов и члены штаба Союза от имени членов его Канашской территориальной организации Николай Алексеевич Павлов. Товарищи, с самом деле замечательный день. Наш земляк Яковлев Михаил Яковлевич родился, можно сказать, в глухомане. Мы сейчас ехали до деревни, Саша-Чувашской деревне, вырос в простой крестьянской семье. То, что автобиографии, видимо, вы рассказали, вы посмотрите. Закончил институт, сельхозинститут. И после этого у него идет служба Красной Армии. 48 лет он служил. И дослужился от курсанта до генерала-лейтенанта. В разных фронтах он служил. Но для нас, почему он памятен? Потому что он в свое время офицером в 48 году служил, в 63 году первый зам начальника штаба армии был,
И 71 по 75 третий раз служил в Германии. И в качестве уже начальника ГСВГ. Что хочешь сказать? Для нас, вот для наших земляков, это чистейший такой пример. Пример для подражения. Человек в своей жизни таких высот добился. Он защитил себя, пожалуйста, 2 минуты. Он защитил себя, свою семью, район, вот где он здесь жил, и нашу республику, и поднял авторитет на уровне России. Большое ему спасибо. Хочется сказать от имени ветеранов службы ГСВГ. Вот мы служили в Германии, поэтому это для нас очень близкий человек. Хочется большое спасибо сегодня сказать нашим, кто служил в Германии, Николаю Алексеевичу. Во-первых, Михаилу Николаевичу Александрову, который нашел его, и потом как бы инициатором он был. Краснова Игоря Леонидовича и других администраций района, города Канаша, образовательных, РАНО, и всех преподавателей, которые вот поддержали нашу инициативу. Большое спасибо. Сегодня у нас с вами очень значимое и памятное событие. Мы с вами открываем мемориальную доску великому, можно так сказать, сыну чувашского народа, выходцу из простой крестьянской семьи, который благодаря своему таланту, благодаря усидчивости, благодаря высокой работоспособности добился больших высот в военной службе. Если говорить о его жизненном и воинском пути, можно сказать, что таких людей, которые достигли таких высот на нашей земле чувашской, очень много. Эту мемориальную доску мы готовили своими собственными руками, на свои собственные средства. Ни одной бюджетной копейки не было потрачено. Вот у нас у чувашского народа есть хорошая традиция, которая называется неме. Именно по этой традиции мы бросили, так грубо скажу, клич о том, что собираем добровольное пожертвование на эту доску. На наше предложение откликнулось большое количество людей, проживающих не только в нашем районе и в городе Канаше. Это люди из Чебоксара, Новочебоксарска, Цивильска, Вурнар. И благодаря всему этому мы изготовили эту доску. Значит, хотелось бы особо остановиться на той помощи, которую нам оказали общество с ограниченной ответственностью АУРАТ СВ, руководителем которого является выходившая вот сюда Александрова Мария Викторовна. Также хочу сказать большое спасибо руководителю общества с ограниченной ответственности Телеком Плюс Владимиру Александровичу, которые нам помогли сделать этот праздник. Вас всех благодарю за то, что вы нашли время, пришли почтить память этого замечательного человека. Спасибо. Кстати, на торжества приехали более 20 ветеранов ГСВГ, проживающих в Канашском районе и городе Канаш. Чувашский сельхозинститут, в котором Михаил Яковлев учился до призыва в Красную армию и направления на учебу в Львовское пехотное училище, на встрече представлял его бывший ректор, доктор ветеринарных наук, заслуженный работник Высшей школы Российской Федерации, кавалер Ордена Дружбы Народов, делегат 10-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Берлине, столице ГДР, руководитель Чебоксарской городской организации ветеранов ГСВГ Кириллов Николай Кириллович. В чествовании выдающегося земляка активно участвовали работники районного дома культуры, кадеты школы номер 11 имени Героя Советского Союза Кабалина, отряд юных пограничников школы номер 10 из города Канаш, юнормейцы Шахазанской средней школы имени Михаила Сиспеля, ветераны педагогического труда Калиса Михайловна Иванова, руководитель школьного музея Янгличской средней общеобразовательной школы имени
Героя Российской Федерации Николая Федоровича Гаврилова, Рассадникова Светлана Петровна, город Канаш, руководители ряда местных организаций, политических партий и общественных организаций Канашского района и города Канаш. Особый настрой праздника придало внесение 2 красных знамен Канашской территориальной организации ветеранов ГСВГ и реплики боевого знамени 174-го гвардейского, померанского, краснознаменного орденов Суворова и Кутузова мотострелкового полка, прохождение строевым шагом парадных коробок кадетов и юных пограничников. В своих выступлениях родственники и земляки Яковлева Михаила Яковлевича, представители молодых поколений и ветеранов военной службы и труда подчеркивали заслуги не только знаменитого выпускника Урюмовской школы и его сверстников, сражавшихся на фронтах и героически трудившихся в тылу, не жалевших сил для восстановления разрушенного народного хозяйства и укрепления обороноспособности советского государства, но и подчеркивали, что для сохранения мирного неба над головой необходимо сохранить лучшие традиции наших народов – быть на деле патриотами своей Родины. В школе, где каждого входящего в нее отныне будет встречать портрет ее знаменитого выпускника с добрым, любящим каждого взглядом, полным уверенности и способностях и силах каждого ребенка, придающим ему силу в достижении благородных целей в жизни. Нелегко будет поверхностно относиться к учебе и труду, и к службе в вооруженных силах. Таких учеников в школе практически нет и сейчас. Все уверены, что не будет и после открытия мемориальной доски и парты героя Яковлева Михаила Яковлевича. Емкие, проникновенные слова напутствия Николая Кирилловича Кириллова, адресованные подрастающему поколению новоурюмовцев и берженерцев, его призыв быть достойными продолжателями дел знаменитых земляков, защитников Родины и сельских тружеников. За ударный труд в колхозе «Путь Ленина» звание Героя социалистического труда и 3 орденов Ленина была удостоена бригадир колхоза Мария Зиновьевна Зиновьева. Наверняка останутся в памяти не только школьников, но и их родителей. Также мудро выступил и их односельчанин, 93-летний ветеран труда Василий Николаевич Платонов. Трудовую деятельность он начал в годы войны. Благодаря его организаторским способностям колхоз «Путь Ленина» полвека тому назад вошел в число лучших во всем Советском Союзе. Кроме торжественных речей были и прекрасные художественные номера, подготовленные самодеятельными артистами. Уж много лет, как кончилась война, осталась только память поколений. Сегодня открывается доска мемориальная, как дань истории, поклон героям и чувство уважения. Простой чувашский мальчик, наш земляк, прошел войну, и жизнь он посвятил Отечеству, а был он там, где Родина велела. Судьба его служения человечеству. Война, победа и опять борьба. Германия, Германия, и снова за границу, а в сердце оставалась навсегда. Любимой Родины, Чувашии, частица. Мы будем помнить. Мы будем помнить. Покой страны вы наши охраняли, чтобы мы спокойно жить и спать могли. Великие защитники отчизны, земной поклон вам до земли. Мальчишки, вам доверила страна беречь покой Советского Союза. Ведь Родина у вас как мать одна, и вы ее хранили от напасти. Я благодарность выразить хочу всем матерям за ваш великий подвиг. Достойных воспитали вы сынов, защитников своей родной отчизны. Пусть каждый вспомнит этот день и час, и благодарность выразить тем людям за то, что охраняли с вами нас, храня покой наш по ту сторону границы. ГСВГ. Всего 4 буквы, но столько в них могущества влилось. Вы много лет стояли на защите, закрыв границы на засов. Возвращаясь туда,
края, где крылатая юность хранил наш мирный покой. Со слезой на глазах вспоминали то время солдаты, где учились они закрывать наше счастье с собой. Только память жива, от нее никуда нам не деться. Только память хранит той истории сказочный миг. На границе стоит, охраняя счастливое детство, благородный, великий советский солдат. Возвращайтесь вы к этой памяти снова и снова, и далекое время вас греет там снова и ждет. И истории память забыть никогда не дано вам, потому что вы сильный, великий советский солдат. Только память жива, от нее никуда нам не деться. Только память хранит той истории сказочный миг. На границе стоит, охраняя счастливое детство, благородный, великий советский солдат. Господа офицеры, генералы и просто солдаты, на защите стояли вы великих своих рубежей. Вы страну и народ свой от бед и невзгод охраняли. Вы частицы истории, памяти жизни моей. Только память жива, от нее никуда нам не деться. Только память хранит той истории сказочный миг. На границе стоит, охраняя счастливое детство, благородный великий советский солдат. Бранденбург, Магдебург, реки Эльбай и Одер. Пусть далекое время вам снится порой, у истории есть только право лишь помнить, как стояли мальчишки на границе стеной. Только память жива, только память все помнит, и далекое время пусть останется в нас. Мы истории жизнь охраняем и помним, пусть останется в памяти этот союз. Всех ветеранов войска СВГ от всей души сегодня поздравляем. Служили мы на первом рубеже родной страны, покой оберегали. 77 лет, уже вы вместе. Пусть крепнет ваша дружба. Вы первые во всем. Здоровья вам и счастья, и долгих лет. Во славу вашей службы. Поздравляем! Был и лирический вальс, исполненный вместе с хозяевами и многими гостями. Торжества завершились возложением их участниками живых цветов к памятнику новоурюмовцам, героически сражавшимся на фронтах Великой Отечественной войны, почти половина из которых отдали жизни за свободу и независимость нашей Родины. Так что с полным основанием можно утверждать, что чествование выдающегося земляка послужило единению разных поколений жителей района и города, продолжению славных боевых и трудовых традиций нашего народа. Инициатива Совета Канашской территориальной организации ветеранов ГСВГ и ВД, организационно поддержанная администрациями Янгличской и Новоурюмовской сельских поселений Канашского района, Управлением образования и Районным домом культуры, директорами и педагогами Янгличской Васильева Светлана Станиславовна, Новоурюмовской Иванова Лариса Александровна, Шихозанской Изратова Венера Владимировна, школ Канашского района, школ номер 10 Захаров Николай Матвеевич и 11 Яковлева Альбина Ивановна, город Канаш, материально заметными добровольными пожертвованиями около 20 ветеранов ГСВГ, общество с ограниченной ответственностью Аурат СВ Гетманцев Степан Викторович, общество с ограниченной ответственностью компания Телеком Плюс Тимофеев Владимир Александрович, местным отделением политической партии «Справедливая Россия за правду» Васильева Наталья Петровна увенчалась успехом. Это дает надежду на то, что во взаимодействии с органами самоуправления и исполнительных органов власти республики, района и города, общественными организациями в подготовке к празднованию следующих юбилейных дат, приобщению к торжественным мероприятиям подрастающего поколения, нам вполне посильно достойно отметить 7 июля 100 лет со дня рождения Чичканова Петра Николаевича, ветерана ГОСВГ и ГСВГ, заслуженного художника Чувашской АССР и заслуженного работника культуры Украинской ССР, уроженца деревни
Яманова нашего района. 24 декабря мы будем праздновать 75 лет со дня рождения Кидярова Александра Петровича, заслуженного мастера спорта СССР, серебряного призера Олимпийских игр, многократного чемпиона по стрельбе. Он родился на разъезде Янгличи, служил в ГСВГ, стал видным государственным деятелем Белорусской ССР и Республики Беларусь, проживает в городе Минск.